Якутская школа борьбы всегда славилась сильной школой, прославленной, где есть олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Поэтому это уже показатель того, что сложились такие традиции в Якутии. Есть старшее поколение, которое вот передавало, можно сказать, эстафетную палочку младшим, и после них долгое время, честно говоря, не было олимпийского чемпиона, но были чемпионы мира. В принципе, я считаю, что потенциал есть. Просто нужно как-то, может, какие-то изменения там, да, в процессе подготовки, там какие-то новшества, потому что старая школа, она все равно там, да, все идет вперед, все прогрессирует, поэтому надо где-то соответствовать и идти в ногу со временем. На сегодняшний день есть, в принципе, все условия, да, руководства республики, и президент Федерации борьбы Арсений Сергеевич, там, первый вице-президент Виктор Лебедев, там, и тренерский штаб. В принципе, создаются все условия, и зал, и все. Единственное, я считаю, наша задача тренерского штаба посмотреть, какие проблемы, какие есть пробелы, и поработать над ошибками. В принципе, есть потенциал, который можно довести, может, не на этот цикл, уже, в принципе, в этом году Олимпийские игры, но на следующий цикл команду хорошую сформировать можно. В принципе, все для этого есть, и потенциал есть, и тренера опытные есть, поэтому все условия для этого есть и предпосылы, чтобы показать результат. 2 года проработал в Казахстане. Там у нас получилось, в принципе, показать результат на чемпионате мира. Вот в Нур-Султане там наши ребята, которые работали вместе с нами, показали результат, стали вторыми. Это, в принципе, молодые ребята, но они показали результат. Это показатель. Поэтому этот опыт есть. За 2 года я тоже как тренер набрался опыта, и, естественно, хочу этот опыт применить здесь. Где-то и с тренерами мы обмениваемся здесь опытом. Поэтому, в принципе, я думаю, что этот опыт можно ребятам объяснить, потому что я, в принципе, только сошел с ковра, и ребята знают и результаты, и все, и равняются, и, может, где-то будут меня по-другому воспринимать там. Поэтому это, я думаю, что какой-то импульс даст и ребятам, и, может, тренерам чуть-чуть вот освежить и прибодрить чуть-чуть тренеров. Поэтому это, я думаю, нужно создавать нам конкуренцию. Здесь, внутри, здоровую, хорошую конкуренцию. Как в республике, так же и внутри сборной команды. Пусть каждый тренер стремится показать результат, чтобы никто не расслаблялся, потому что если уже погасли, никто не хочет работать, теряют какой-то смысл там, вот этот задор, то, естественно, это отражается и на ребятах, и на результате. Поэтому сегодня у нас хорошая, здоровая команда тренерская, и, естественно, чуть-чуть вот чувствуется, что и тренера хотят показать себя, проявить, и ребята очень сильно стараются. Поэтому, я думаю, всеобщими усилиями мы добьемся результатов. На сегодняшний день уже у нас часть команды подводятся к Восточному округу, там Улан-Удэ будет вот с 11 по 14 февраля. У нас задача, поедет 40 спортсменов, у нас задача максимально путевок завоевать на чемпионат России. Чемпионат России, в принципе, тоже уже не за горами. С 12 по 14 марта там же в Улан-Удэ будет. Поэтому ребята
уже второй этап подготовка на чемпионат России. Ну, естественно, на чемпионате России также будет задача завоевать побольше медалей. Мне пока на сегодняшний день тяжело сказать, сколько медалей там, потому что мне нужно реально оценивать, насколько мы конкурентоспособны. И, в принципе, вот первый турнир сейчас на отборочных. Я уже увижу ребята, которые, в принципе, могут в дальнейшем и на чемпионате России завоевать медали. Поэтому есть ребята, которые уже попали на чемпионат России, им отбираться не нужно. С ними отдельная работа, один план работы, который еще не отобрались, другой план работы. Вот это как бы у нас больше идет так индивидуальная там работа, и в принципе это, я считаю, правильный подход, индивидуальный подводка. На сегодняшний день ребята уже подводятся, и уже таких нагрузок не даем, чтобы они смогли подвестись и показать всю свою лучшую борьбу на чемпионате. Во-первых, что касается легионеров, это как бы чуть другая история, конечно. Они на сегодняшний день, здесь их нету, они готовятся со своими сборными командами, поэтому частично мы сможем с ними как-то работать, но постоянно нет, потому что у них свой план работы, подготовка своя. Но те, которые будут как бы одновременно с нами в одном зале, естественно, мы будем подсказывать, помогать, поддерживать. Но чтобы план им расписывать, подготовки и подводить, таких этих у нас нету возможностей.